Леночка, не переживайте, все заживет, все заживет. Сейчас главное, чтобы Оксана Петровна побольше отдыхала, понимаете? Да. Все отлично. Спасибо. Спасибо вам, доктор. Спасибо вам за маму. А Вова, как Вова, что с ним? Состояние вашего мужа вполне стабильное. Это физическое. А вот психологическое нет. Это что значит? Но дело в том, что ваш муж находится в состоянии отрицания, понимаете? Нет, не понимаю. Это что за состояние отрицания? Это такая стадия, когда ваш муж категорически отрицает тот факт, что Оксана Петровна могла выжить. Да вы что? Да. Кстати, она вот-вот должна... Ленуся! Вовочка! А я же не знал, что все хорошо, я уже праздновать начал. Вовочка, боже мой, я так рада, что... Боже мой, доктор, спасибо. Леся, спасибо. А что вы не позвонили? Я 4 часа прождал. Где ты прождал? В морге. Я же отвечать начал, а тут на тебе. Вова, видите, еще и шуточки отпускает. Не надо. Вова, как тебе не стыдно? Ты же маму покалечил. О, да. Стыдно. Да, честно. И Петровну жалко, и машину жалко. Слушай, ну бог с ней. Эта рухлядь была уже старая и дряхлая. Да, но машина-то новая. Вова, Просто- тебя прошу, приди в себя. Хорошо. Доктор, вы мне расскажите вообще, что там произошло? Да. Значит, Леночка, был сильный удар автомобилем. Yes. Да, очень сильный, даже зад оторвало. Ой, Что ты чешешь? На месте Петровны зад. Что ты... Вова! У тебя еще хватает наглости издеваться? Извини. А если бы мамочка умерла? Yes. Послушай, у тебя наглость. Вот хоть отбавляй. Совесть есть вообще? Из-за тебя. Из-за тебя мы втроем вынуждены встречать Новый год в больнице. Да, могли бы вдвоем. Так, успокойся, я прошу тебя. Хорошо. Доктор, он, видимо, не понимает. Расскажите ему о мамином состоянии. Очень Ну, что могу сказать? Многочисленные ушибы. Да. Да, в левую ногу мы вставили спицу. А вправо? А зачем в правую? Да, мама 2 ногами, знаешь, как вяжет? Крестиком, по-разному. Прошу тебя, приди в себя. Еще предыдущий. А вообще, чтобы избежать хромоты, я бы все-таки рекомендовал операцию. Конечно. Операция, конечно, не из дешевых. Не обсуждается. Не обсуждается, Да. доктор. Пусть хромает, Петровна. Что? И не нужно дорого. Тихо все. Ой, мамочка пришла в себя. Мама, скажи что-нибудь. Лена. Лена, да. Доктор. Привет. Убийца! Что она говорит? Кубинцы. Кубинцы? Ну, Петровна бредит, вспомнила свое комсомольское прошлое, да? Он хотел меня убить. Мам, ну... Что ты врешь, мумия? Что это неправда, Ленуська? А когда была авария, кто тебя, Оксана Петровна, на своем горбу еще 300 метров тащил, а? Зачем? Зачем, когда приехала скорая помощь, ты меня еще 300 метров к лесу тащил? Хотел маму уберечь, Уберечь? схоронить. Ранись. В смысле, А листьями зачем присыпал? мороз. Чтоб теплее было, мамуське. Лена. А зачем крест поставил? Что? Чтобы не забыть это место. Ты крест поставил? Ты в своем уме? Вообще, ты что себе позволяешь? Леночка, не переживайте. У мамы могут быть провалы в памяти. Что значит могут? Там все в провале. Я все помню, доктор. Что ты помнишь? Лена, последнее, что я помню, как он заливает мне водку в рот и перетаскивает на водительское сиденье. Я отмечал Новый год с тобой. Боже мой, так, пожалуйста, я вас прошу, успокойтесь. Вова, ну как это могло произойти? Я не понимаю, ты же Да и- опытный водитель. Когда мы ехали, значит, КамАЗ вправо ударил. Я тут же включил аварийку. А зачем? Через 2 секунды ты ее выключил. Я поблагодарил водителя и все. Так красиво. Так, все, хватит, я вас прошу, успокойтесь. Все, ладно. Доктор, скажите, пожалуйста, какой прогноз? Да. Ну, что могу сказать? Максимум 3-4 недели, не больше. И хватит. Да. И больше не надо, она уже пожила вот так. Вова, доктор имеет
имеет в виду максимум 3-4 недели и снимут гипс. Конечно, снимут. Кто же в гипсе прикапывает? Лена, я тебе говорила, не выходи за него замуж. О, вам полегчало, да? Вспомнили свой любимый диалог со мной, да, Петровна? Послушайте, я вас прошу, пожалуйста, успокойтесь, мама, ты тоже помолчи. Доктор вообще рекомендовал тебе не разговаривать. Чего это? Потому что могу в манту лить. Вова, мама, ты куда? Подожди, что за побег из Шаушенко? На месте. Мумия возвращается. Иди на место, мама. Я вас прошу, ну, Лена. Мама, Вова, я прошу вас, пожалуйста, не ссорьтесь. В конце концов, Новый год, праздник, ну можно один день, а? Правильно, конечно. правильно. Я все-таки подумал, ну Новый год, знаете, в полевых условиях. Чем богаты, тем и рады. Нормально. Давайте отметим. Украшай елку, давай. Спасибо, спасибо вам, доктор. Да я шутил, на самом деле. Мы же за здоровье мамуськи. Ой, хорошо тебе, Пиноккио. Вы знаете, вы простите нас, конечно, но жалко, дома отметить не получится. Да. А там и грибочки, и огурчики мамины, и ребрышки. Тоже мамины ребрышки. Вова, перестань. Я шучу. Мамочка, я на самом деле так рада, что все хорошо закончилось. Ты знаешь, я вот на тебя смотрю и глаз прям оторвать не могу. Хочешь, я попробую? Вова, это невозможно, человеку плохо. Мама страдает, мучается. Стоп! Звучит как тост. Молодцом. Давайте. Скажи, пожалуйста, за весь вечер хоть что-нибудь нормальное. Я скажу, я признаюсь, я ошибался. Я шутил. Я, конечно, хорошо, мамуся жива. Она такая нарядная сегодня. В костюме снежинки пришла, да? Вова? Да, нормально. Нормально, честно. Я хочу поднять этот бокал. А в отличие от некоторых, я могу это сделать, да? Ой, тихо, тихо, тихо. Кажется, новогоднее обращение президента. А ну-ка, включайте, давайте послушаем. Ну-ка. Интересно. Петровна, видишь? Вова. Этот год был для нас всех, так сказать, переломным. В точку, Федор говорит, да? В следующем году государство будет помогать пенсионерам, инвалидам и людям с ограниченными умственными способностями. Слушай, вам аж 3 раза в следующем году помогут. Лена, да в конце концов, Вова. Все. Я беру все свои действия и слова обратно. Я хочу выпить за мою любимую тещу, которой я посвятил стих. Я прошу тебя. Стих красивый. Пусть новогодним белым снегом блестят обочины дорог. Пусть доктор скажет нам не смело. Простите, сделал все, что мог пока.